Все, запись пошла. Всем привет-привет, кто будет смотреть в записи. Наконец-то эфир. Я уже и забыла, когда был последний эфир. Очень давно я не рисовала с вами, не проводила эфиры. В общем, сейчас мы с вами погрузимся в такой интересный мир прусских рун. Мгм. Мой гость на сегодня Никольс Саснис, правильно ударение? Да. Да, вот, и он как раз расскажет, да, что такое прусские руны, вообще, что такое прусская культура. Человек, который занимается этим, вовлечен полностью, он и поэт, и писатель, и, в Мгм. общем, деятель. А, Пожалуйста, Николай, очень рада тебя видеть. Тебе слово. Я тебя благодарю за такое вдохновляющее представление и приветствую всех, кто присоединился или сейчас, может быть, присоединится к нашему эфиру. Я очень рад, что вы все здесь. Я запустил свой канал, который называется «Прусский код» еще 9 месяцев назад. Канал про прусские руны я начал вести полгода назад, потому что очень много знакомых моих, людей, с которыми я общаюсь здесь, собственно, в этом городе, стали интересоваться этой темой исследования и прусскими рунами, потому что они вообще впервые услышали от меня о том, что есть такая вещь, вот, и что вообще кто-то с ними работает. Э, И теперь я понимаю, что для меня очень большая, с одной стороны, ответственность, с другой стороны, это очень большая задача и очень большая работа рассказывать миру про прусские руны, потому что, по сути, я единственный в мире специалист по ним. То есть только недавно, например, открылась виртуальная выставка в виртуальном же музее прусской культуры, посвященная прусским рунам. То есть их официально признали хотя бы рунической письменностью, потому что очень долго считалось, что это просто какая-то выдумка. Вот. И, соответственно, сейчас уже это такой полноценный рабочий инструмент, с которым можно работать. И тем более, что это не просто мантический инструмент, это еще и элемент такой терапии, то есть элемент, с помощью которого можно раскрыть свой психологический потенциал, составить свой психологический портрет и, разумеется, делать прогнозы на месяц или на год, на любой промежуток времени и обращаться, между прочим, к прусским божествам, потому что прусская культура, балтийская прусская культура, она, разумеется, насквозь языческая. Прусы сохраняли языческие традиции вплоть до конца XVII века. И многие ученые, которые в то время эту территорию посещали и изучали, и здесь жили, и описывали обычаи и традиции местного населения еще в конце XVII века, об этом писали. Вот, считается официально, что прусский язык прекратил свое существование 300 лет назад, в начале XVIII века, но 80 лет назад появились свидетельства о том, что в очень многих семьях люди продолжали это все делать в тайне, потому что когда люди приезжали из сельской местности в города, они сохраняли язык, сохраняли свои обычаи, сохраняли сказки, легенды. Просто это все происходило в тайне, а сам прусский язык превратился в диалект немецкого языка, в котором было очень много балтийских заимствований. То есть это не просто разговор про руны, это фактически разговор про всю прусскую культуру и про то, что меня сподвигло на изучение прусского языка и прусской культуры. Собственно, я стал изучать прусский язык для того, чтобы больше разобраться в том, что из себя представляет прусское языческое наследие, вся эта многочисленная прусская культура, мифология, традиции, праздники, обряды, потому что я выяснил, что практически вся информация об этом в интернете есть на прусском языке. Вот на других языках только какие-то крупицы информации. Мне пришлось выучить русский язык, чтобы об этом говорить, чтобы это все исследовать. Ну, так же, как люди изучают латинский язык, чтобы изучать древнеримскую цивилизацию, люди изучают древнегреческий язык, чтобы
изучая древнегреческую культуру, тут то же самое произошло. И в тот момент я узнал, что на прусском языке люди говорят, вот, и люди языком давно пользуются, возрождают этот язык. И, собственно, я сейчас тем же самым занимаюсь в русскоязычном пространстве, так сказать. Вот, то есть есть, соответственно, уже не только у других людей, которые к этому причастны, но и у меня аккаунты на Фейсбуке, в Инстаграме, в Ютубе, потому что это все там присутствует, и такой, как это, такой обмен опытом тоже происходит. Вот, но я занимаюсь рунами, потому что фактически я такой единственный, что ли, энтузиаст. Вот, если интересно, я могу их показать. У меня есть с собой набор, который я сам сделал. Вот, они немного по характеру похожи на скандинавские руны, но, конечно, потому что влияние скандинавских рун в любом случае было, и причем еще не того периода, который мы знаем как эпоху викингов, а рун, которые использовали готы в третьем-четвертом веке нашей эры до христианизации. Вот, то есть настолько древнее влияние. Про прусские руны мы знаем с шестого века. То есть у нас уже есть свидетельства как раз византийских авторов и авторов раннего Средневековья о том, что существовала переписка между готами, которые жили в Италии, и теми, кто оставался в Прибалтике. Они переписывались на своем особом как-то языке и используя особое письмо. И потом уже мы знаем, что в шестом веке появилась такая вещь, как флаг Видевута. Это такая интересная сакральная реликвия или такой артефакт, который много где изображается. И все, кто изучает прусскую культуру и прусскую традицию, они все знают, как он выглядит. Вот, фактически один из символов вообще Пруссии. И там по периметру флага изображены определенные символы. Это и есть прусские руны. Именно эти символы. И по-разному люди давали разную расшифровку. Я сделал свою расшифровку, я сейчас не буду вдаваться в подробности, вот, но эти руны до сих пор используются как такое загадочное или волшебное письмо, а я их использую как мантический инструмент. Вот. То есть это, с одной стороны, очень древний инструмент, ему уже 1500 лет, как минимум. С другой стороны, он очень актуальный, и это очень мощные знаки, которые наши предки использовали в магических обрядах, предсказаниях и в глубоком самопознании. Я не только, разумеется, специалист по прусским рунам, я еще и единственный преподаватель современного прусского языка на всем русскоязычном пространстве. В других странах, там, в Польше, в Латвии, в Литве есть кружки по прусскому языку, есть преподавание, люди активно изучают язык. Вот, а на русскоязычном пространстве это делаю пока что я в одиночку. Я бы очень хотел, чтобы была хоть какая-нибудь команда или сообщество, но пока что что есть, то есть. Я на следующей неделе буду рассказывать... Так, секунду. Рассказывать... Ой, что-то у меня глючит все. Так. Я вижу тебя хорошо и слышу. Продолжай. Нет, у меня просто... Так. Буду рассказывать, читать свои лекции, свои стихи на поэтическом вечере в Чеховской библиотеке у нас в городе. Молодец, ты все с печенья съел. Можешь посмотреть, что там Шурик делает. Вот. И там, соответственно, я буду читать свои стихи на прусском языке и постараюсь еще, если получится, договориться, чтобы там проходили занятия, тогда можно будет говорить о каком-то кружке. Мгм. Слушай, Вот. ну И прям да, звучит, конечно, невероятно. Я так поняла, да, что это такая историческая такая тема, вот да, трусы, да, и да. так далее. А почему именно прусские руны? Почему ты именно ими занимаешься? И чем они отличаются от вот Я, обычных? Ну, рун, наверное, ну, когда-то, да, кто-то слышал, там, кто-то когда-то там да. в это Ну, игрался, так сказать, в другие, да, классические, грубо говоря, руны. Или чем, например, отличается от карт Таро, ну, например. я в свое время изучал
самые разные системы. Я ознакомился с Агамом, я изучал Койлбренд, такая валлийская система. Что ж такое? Я изучал даже так, ну, с Таро я тоже немножко знаком, просто я с Таро ну, как в практике не работал, скорее в теории, потому что я, например, более-менее разбираюсь в старших арканах, а вот с младшими арканами, которых 56 штук, там уже сложнее это все запоминать. Я изучал историю появления рун. У меня был знакомый, который, например, гадал на этрусском алфавите, потому что рассказывал про его сакральный характер. Вот, я изучал использование греческого и финикийского алфавитов в таких же целях, то есть самые-самые разные системы, в том числе и готские руны, э, которые использовались на всей территории от Южной Польши до юга Румынии и Болгарии, потому что археологи находят, так, не надо сюда тыкать, находят находки в разных самых местах на востоке Европы. Вот. И, соответственно, мы можем говорить о том, что есть такая фактически непрерывная руническая традиция. Папа, я хочу Я не могу тебе сейчас, давай подожди чуть-чуть, я тебе потом сделаю тостик. Так что руны, в принципе, были у многих народов. Есть тюркские руны, венгерские руны, есть целая куча рунических алфавитов Центральной Азии, далеко не все из них были расшифрованы. То есть нет ничего такого удивительного, что у западных балтов в какой-то момент после общения с соседями из германских народов что-то такое могло появиться, потому что мы знаем, что у германских народов еще в первом-втором веке нашей эры уже существовали прототипы рунического письма под влиянием, возможно, этрусков, которые знакомили их с этим письмом, или кельтов, которые тоже использовали в том числе этрусское письмо, потому что в Древней Европе границ не было, все между собой очень активно общались. И, соответственно, германцы могли это потом принести и в Пруссию, потому что к VI веку уже фактически вот эта территория, где мы сейчас находимся, была таким перекрестком цивилизаций. И скандинавы сюда прибывали регулярно, прибывали с юга Видиварии, то есть те, кто до этого служил Риму, представители варварских племен, а потом отправлялись на север, чтобы там поселиться в таком достаточно тихом уголке, вдали от дорог переселения, дорог, сейчас, секунду, переселение народа. Я взял хлебушек. Молодец. Туда положи. Хорошо. Я включу. Я хочу. В общем, это очень... Я хочу. У меня же эфир, ты не понимаешь, да? Ты хотел, хорошо, включай. В общем, это очень большая и долгая история, и когда-нибудь я об этом напишу, наверное, отдельную книгу, о том, как это все было и происходило. Факт в том, что до XVI века фактически эти руны использовались, ну, в основном в таких сакральных целях, то есть на них книги, разумеется, люди не писали, и есть находки у современных археологов, есть теория, что... Хорошо. Хорошо. У современных археологов есть теория о том, что на определенные предметы, например, на конскую сбрую или на оружие, эти знаки наносились. Но они могли сочетаться в том числе с германскими рунами, потому что многие знаки похожи у
Сейчас я пытаюсь вспомнить фамилию, она вылетела из головы. Есть у нас один очень известный местный, который, кстати... Так, что случилось? Все нормально, я тебя вижу, слышу. Так, немножко подвис. Немножко подвис. Так, я надеюсь, там ничего такого серьезного. Нам было сложно на самом деле найти платформу, чтобы можно было провести эфир. В Zoom вообще не планировала, но так получилось, потому что и Google Meet, и что там еще, Телемост вообще не пошло. А вот Zoom, слава богу. Но здесь, конечно, время ограничено, но я думаю, мы успеем. Сейчас, я надеюсь, Николс присоединится обратно. Чуть-чуть подождем. Чуть-чуть подождем. А через неделю будем рисовать. Давно я не рисовала, очень соскучилась, конечно, по эфирам с рисованием. Будем рисовать. Пока не знаю, честно говоря, что будем рисовать. Я, наверное, голосовалку выставлю в канал. Будем мы с вами выбирать, что будем рисовать. И пойдем в гости к Николсу. С его аудиторией порисуем. Вот. Ну и вы, конечно. Моя аудитория тоже обязательно пойдете, кто захочет. Вот, так что что-нибудь порисуем. Так, ну что, ждем. Ждем. Мне Николь говорил, что у них бывают перебои со связью. И, видимо, это тот самый случай. Так, ну что, ну я пока могу поделиться вот такими новостями. Я решила, так как в последнее время я канал, честно, да, забросила, перестала там что-то публиковать, что-то делать, просто потому что другие процессы у меня были, я на вождение пошла, в общем, я не думала, что так много времени будет уделено этому обучению, вообще не думала. Вот, но так получилось. И, в общем, в канале, да, такая затишье, пустота. Вот, но я понимаю, что да, я тоже за вами, за всеми скучаю. Вот. И, в общем, сейчас я решила, что буду вот искать гостей, да, в мой канал, какие-то интересные ниши. Вот, пожалуйста, Никольс, который занимается прусскими рунами. Я вообще об этом первый раз слышу, даже не знаю, что это такое. Ну, я понимаю, да, что это какие-то руны. А почему именно прусские? Очень интересно. Вот. И вот мы решили с ним сделать совместный эфир, чтобы он рассказал, что это такое. Ну, он так уже рассказал, да, то есть это такая историческая тема очень. Человек реально занимается прусским языком, он носитель прусского языка, как он сам про себя пишет, что он вообще единственный носитель на русскоязычном пространстве, представляете? Да, то есть он вот, я считаю таких людей, знаете, фанатично, которые вот прям идут, то есть ему это настолько нравится. Он пишет книгу, кстати, он пишет книгу про вот как раз-таки прусские руны, про вот эту культуру прусов и так далее. То есть человек очень сильно захвачен этой темой. Ну вот, и с помощью, как я тоже уже почитала, да, то, что он мне давал информацию о том, что с помощью прусских рун, да, можно точно так же получать информацию про какие-то ситуации, да, то есть, ну, вот что-то происходит в жизни, да, и, в общем, можно вытащить руны. У него, кстати, есть набор рун, он не успел их показать,
Вот, набор рун, которых он сделал, ну, который он сделал сам на таких деревянных штучках. Вот, и ну, каждая руна что-то означает, да, это вот как с нашими картами, да, которые мы вытаскиваем, да, вот эти карты, которые называются трофеями, да, там вот то же самое, да, здесь, но здесь это такое, то есть к этому относиться, насколько я поняла из того, с той информации, которую мне говорил Никольс, что к ним относиться нельзя как к развлечению, да, потому что к картам, в принципе, можно отнестись, ну так, скептически. Да, здесь все-таки история большая у этих рун, у этой культуры прусской, да, вы, наверное, помните из уроков истории, да, прусы, которые там жили на территории, да, сейчас нашей современной России, да, где-то еще там, наверное, ближе туда к Европе. Вот. И, в общем, это такая серьезная тема на самом деле. Вот. И то есть их можно использовать вот именно как подсказки, да, а что же делать дальше, а куда нужно посмотреть. Вот. В общем, вот так вот. Никольс, насколько я знаю, есть у него в канале его, я тоже скину все эти ссылочки, они уже были у меня в канале чуть выше, там ссылки на 2 канала. Вот. И он предоставляет там свои услуги, да, то есть там, ну, как гадание, я не знаю, как это назвать, не хочется, не поворачивается язык назвать гаданием вот этих, на этих рунах, да, потому что это все-таки, блин, история, какое же это гадание. Я не знаю, как это больше назвать, да, это, наверное, какая-то трансформация, наверное, с помощью вот этих рун происходит. Вот, и он может помочь в какой-то ситуации, да, то есть как-то разобрать. То есть он тоже также проводит консультации, сессии, да, как еще можно назвать, встречи, да, на которых как раз с помощью вот этих самых рун можно разобраться в ситуации. Так, мне Zoom написал, что через 10 минут конференция завершится. Ну, в принципе, мы так и рассчитывали. Жалко, что, конечно, я так понимаю, что Николас уже к нам не подключится. Видимо, там перебой со связью у них серьезный получился. Вот. Ну, ничего страшного. В принципе, основу он рассказал, а я уже завершу за него. Вот. Поэтому все, кто будут смотреть в записи этот эфир, да, и те, кто сейчас в эфире, обязательно посетите канал Никольса. Очень интересное у него имя, да, Никольс Саснис. Очень интересно. Это какой-то Прибалтика, наверное, да, если я не ошибаюсь. Вот, и обязательно посетите его канал, посмотрите, да, что он предлагает, может быть, найдете ответы на какие-то вопросы, на которые ну, вот, никак не могли найти, да, никак не могли разобраться в этом. Вот, в общем, по эфиру про рисование я еще обязательно выставлю информацию в канал. Скорее всего, мы будем точно так же рисовать в субботу, да, если не договоримся на другое время, да, но предварительно пока следующая суббота. Надо же так, чтобы я и он, в смысле Никольс, чтобы мы вместе, да, были. Вот. Ну, в общем, пока предварительно на субботу, а так может быть и пораньше. Я бы, конечно, провела это все дело в будни вечером, да, так удобно, потому что понятно, что суббота, воскресенье – это такие семейные дни, да, какие-то там дела нужно делать и так далее, это все понятно. Но, к сожалению, вот нам удалось с ним договориться только на выходные. В общем, мои хорошие, очень я скучала по вам. Я буду рада видеть вас в своем канале. Буду рада, если вы сходите в канал к Никольсу и там посмотрите какую-то очень хорошую для себя полезную информацию. Буду рада, если придете на эфир с рисованием. Это будет бесплатный эфир. Вот. Запись, конечно, будет, да, но лучше в живом поле, в общем пространстве находиться и рисовать. На этом все. Будем прощаться. Пока-пока. Запись я выложу. Все. Да, прибежим и не придем. Спасибо, Оксаночка. Спасибо, спасибо. Вот, все. Как это? Обнял, приподнял, покружил. Все, пока.